Мы действительно находимся под беспрецедентным санкционным давлением. С враждебными акциями со стороны Запада. Считаю, что Медведев никто не взламывал. И то, что он это сделал это от души, как говорится, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Что-то похоже на это, наверное, и произошло. Вот я там не в том смысле, что он пьяный писал, хотя и это тоже не исключается. Но, наверное, он где-то слишком откровенно написал то, о чем при мне говорят. Они говорят о том, что нужно прибавить Казахстан, нужно там дать бой Грузии, нужно, так сказать, разобраться с Арменией. Они предполагали, что они через Украину дойдут до Молдовы и так далее. Как и для Казахстана, это такого своего рода напоминание. То есть мы и так знали, что Грузия может стать очередной целью российской агрессии. Я думаю, бояться этого в принципе в Казахстане. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Там. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД? Ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ата и все остальное, и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь при чем? Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры. Защитить русскоговорящее население от того национального произвола, который творился в этой республике. Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран. Неужели мало сегодняшних жертв? Надо, чтобы в Украине продолжали гибнуть и страдать тысячи людей. Остановитесь! Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого союза, ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа.